Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы продолжаем цикл передач с нашим гостем. Александр Ефанович, здравствуйте! Добрый день, дорогие друзья! Продолжим с вами сегодня очередную нашу беседу и поговорим уже о тех событиях, которые развивались в Минске на 7 ноября 1941 года. Немцы к этому празднику решили устроить в Минском гетто кровавый шабаш. Так, наш протокол допроса обвиняемого Лурейкис Павелоса, сына Аницетто, солдата 12-го литовского батальона, от 4 июня 1945 года зафиксировано, что через неделю после прибытия в Минск солдаты батальона приняли присягу на верность Гитлеру. В середине ноября 1941 года немцы вывели весь их батальон за Минск, 6 километров, на территорию бывшего полигона. Там были вырыты глубокие ямы, и вся территория окружена колючей проволокой. Немцы на митинге пояснили, что война началась из-за евреев, что они плохой народ, работать не хотят, и их надо уничтожить. Поэтому сейчас предстоит их расстрелять. Через несколько минут пришла машина, крытая брезентом. Из нее вышли 40-45 человек евреев, у кого были золотые браслеты, кольца. Немцы снимали и клали в специальный чемодан. Затем загоняли в яму. Ну вот, подобное показание о расстреле лиц еврейской национальности на учебном полигоне в 5-6 километрах от Минска, который каратели дополняли характеризующими деталями, такими как незаселенная местность, там был овраг, колонну остановили за горкой, чтобы не было видно места расстрела. Вот такие показания давали в судах Воркутинского лагеря, Каунаса, Вильнюса в 1945-1968 годах. И давали их многочисленные палачи именно 12-го немецко-литовского карательного батальона. К слову сказать, овраги хорошо видны на немецком аэрофотоснимке конца 1941 года. И если сам Куропатский холм является единственной в своем роде достопримечательностью на равнинной местности в радиусе нескольких километров, то, в принципе, вот эти показания, они полностью характеризуют место расстрела, потому что вот найти холм за Минском, тем более с такой подробным описанием, ну, это практически там нету других таких мест. Перечислим этих палачей из 12-го литовского полицейского батальона КВН поименно. Як Штонис, 914 года рождения. Качулис, 12 года рождения. Усялис, 903 года рождения. Адаматис, 909 года рождения. Лурейкис, 907 года рождения. Кемзура, 909 года рождения, командир первой роты. Усялис, 909 года рождения, командир третьей роты. Аж после того, как 12-й литовский полицейский батальон был направлен расстреливать евреев возле лесного лагеря, Штолага 352, который располагался в районе Мусюковщины, на его место прибыл украинский полицейский батальон, который продолжил массовые расстрелы евреев на холме за Зеленым лугом. Ну, давайте еще их немножко изучим показания. Наш обвиняемый пастух Антон Иванович, 19 года рождения, украинец, член ВЛКСМ. Он показал на суде, что 17 июля 1941 года под Смоленском он сдался в плен. Добровольно вступил в 47-й украинский полицейский батальон. Принял присягу на верность Гитлеру.
В ноябре 1941 года участвовал в еврейском погроме в гетто, в расстреле на полигоне под Минском евреев. Расстрелы производились в ноябре вместе с подразделениями СС. Ими было уничтожено не менее 2000 евреев, детей, женщин, стариков. В конце 1942 года он вступил уже в СС. 18 октября 1943 года в деревне Тарасово под Минском перешел к партизанам. Подобные же показания о переходе на сторону врага дают на судах 17 апреля 1946 года следующие бойцы. Довголь Илья Герасимович, 19 года рождения, служивший в 47-м Украинском карательном батальоне под командованием Ялового. Свистун Григорий Тимофеевич, 23 года рождения. Старина Николай Тарасович, 24 года рождения, служивший в 46-м Украинском шуцбатальоне. А вот уже 46-й батальон, это он формировался в Белостоке и до того имел название 41-й. То есть когда вот шли расстрелы, он имел название 41-го батальона. И вот это вот были те палачи, которые участвовали практически во всех расстрелах. Наши шокирующие подробности вот этих расстрелов рассказал Михаил Иосифович Брейтон-Петренко. Это был коммунист, первое. Это был еврей, хоть родился на Украине. И вот его немцы не расстреляли, его завербовали. Он был резидентом. Под его подчинением была агентура, которая засылалась в партизанские отряды. И вот в бригаде имени Воронянского, в бригаде там особый отдел работал отлично. Вот его там выщемили. И с его агентурой в архиве сохранился протокол его допроса. Ну так вот, давайте послушаем его показания. При первом массовом расстреле евреев 7 ноября 1941 года, когда их выводили за город, было вырыто 14 ям. Загоняли людей в ямы и расстреливали. А на их трупы заставляли становиться других, которые разделили участь первых. При таком массовом расстреле, когда раздаются предсмертные крики, когда кровь льется рекой, эти кровожадные убийцы преспокойно объявляют перерыв и около ямы кушают и пьют. Мучения недобитых представляют им удовольствие. Одна женщина подошла со своим ребенком к украинцу, который стоял на посту, и обратилась со следующими словами. «Слушайте, я вас прошу, спасите моего ребенка. Он у меня русский». Ребенок же уцепился за шею матери и говорил сквозь слезы: «Нет, мама, никуда я не пойду, я хочу быть с тобой вместе». Ребенку этому не было 4-5 лет. Стоявший поблизости немец из СС спросил, о чем она говорит. Ему перевели, что говорил ребенок и что говорила мать. Тогда он велел этой женщине рыть яму. Потом положил туда ребенка и велел ей засыпать его. Мать не могла это сделать. Тогда он облил ребенка бензином и живым спалил его. Мать там же сошла с ума. Голой она побежала по всему полю, а немцы смеялись и стреляли из винтовок и автоматов, кто первым попадет. Особо следует обратить внимание на подробность. Вот, цитирую. При таком массовом расстреле, когда раздаются предсмертные крики, когда кровь льется рекой, эти кровожадные убийцы преспокойно объявляют перерыв и около ямы кушают и пьют. Вспомните, вот как археологи в раскопе номер 3 нашли останки куриной грудки. Сярод, вот как Поздняк писал, сярод человечих рештков знойдены кости птушки, грудинка, кучей за все курицы. Тогда Поздняк сходу нашел этим остаткам курицы свое, противоречащее всякой логике объяснение. Певно, рештки харчових припасів, взятих у дорогу. Также
давайте вспомним еще и о найденной в ходе раскопок стеклянной бутылки. Тогда Поздняк не стал комментировать, как она попала в могилу, а вот приведенное выше свидетельство дает понятное и однозначное объяснение данной находки. То есть во время расстрела палачи сделали перерыв на обед, ну а емкость это как предмет, так сказать, сервировки их пикника на фоне трупов. Необходимо также еще раз напомнить свидетельские показания Карповича, когда он рассказывал следствию, что сотрудники НКВД на расстрел провозили людей на грузовых машинах с будкой черного цвета. И вот мы когда-то давно уже изучали вот эти показания Карповича, но я все-таки напомню их. Вот водитель был такой Битанов, и вот он тогда сказал: я не знаю, почему их называют черным вороном, но выкрашены они были в серый мышиный цвет. В своих показаниях Карпович врал, описывая фашистские грузовые машины, и говорил, что это черные воронки НКВД. Вот так вот просто напомнит нашим зрителям, как подгонялись факты вот под нужный результат. Еще важным среди показаний свидетелей является рассказ о криках женщин. Зачем вы нас убиваете, что вы нам сделали плохого, пожалейте детей. А ведь практически вот это же дословно упоминали и свидетели, которых опрашивал Поздняк, когда пытался представить события 1941 года именно как беззаконие НКВД. Ну и для того, чтобы развеять всякие сомнения по поводу нахождения места расстрела евреев за городом, привожу еще несколько свидетельских показаний. И такое маленькое отступление, когда меня критиковали, мне говорят: ой, за городом, так это ж может быть везде. Ну так вот, еще приведу свидетельское показание о том, что в Куропатах были жертвы немецко-фашистских оккупантов, прямо свидетельствуют показания партизанки Устиловской, которая неоднократно ходила из Минска в Логойск и обратно. Ее путь пролегал недалеко от этого урочища. Она подтверждала факт массовых расстрелов 1941-1942 годов немцами и их прислужниками на северо-восточной окраине Минска, в районе Боровой. Там нашли упокоение, отмечает Татьяна Андреевна, многие узники гетто и лагеря, что были по улице Широкой. Значит, бывшая партизанка Салтанович, выступая 25 января 1995 года по белорусскому радио передаче «Мост», рассказывала, что Рахиль Гландхенгаус, которую она у себя прятала в русской печи зимой 1941-1942 годов, после очередного погрома в Минском гетто искала тело своего братика Абраши. Так называла любящая сестра Рахиль своего 11-летнего братишку Абрама, которого отыскала среди тысяч трупов евреев из гетто в одной из незасыпанных могил возле деревни Цна-Йоткова. Рахиль нашла труп брата в месте, которое сейчас называют Куропатами. Она утверждала, что вывозили туда людей на больших черных машинах по Логойскому тракту. Вместе с этим рассказом стала известна первая фамилия из того длинного списка жертв гитлеровцев, которых они уничтожили. Это Абрам Гладхенгаус. Сама Рахиль выжила благодаря свидетелю Салтанович, который прятала, ну и которая рассказала потом о вот этом теле ее братишки. Теперь давайте почитаем, что пишут документы. В 1950 году в Минске проходил судебный процесс по делу изменников Родины. Был сделан запрос в Москву, и оттуда в прокуратуру БССР поступило вот такое сообщение. Анализ материалов уголовных дел номер 1857 по обвинению Минковича ИИ, дела номер
18 305 по обвинению Лашицкого СВ, дело номер 3451 по обвинению Рыбко А.К., осужденных в послевоенные годы за измену Родины и службу в гитлеровских карательных формированиях, показал, что они засвидетельствовали о расстрелах в 1941-1944 годах фашистскими оккупантами граждан на окраине города Минска в районе совхоза «Зеленый Луг» и деревня Дубовляны, Кожухово, Поперня Минского района. И это, обратите внимание, было сказано осужденными задолго до появления Куропат. Об этом 8 сентября 1988 года писала и газета «Советская Беларусь». Ну, это самая, как говорится, республиканская газета наша. Круче было некуда. Ну и вот статья была в этой газете в 1988 году написана. И вот эти материалы там были озвучены. Более того, тот же Минкович, несший охрану Минского гетто до начала 1942 года, на окраине Минска по направлению к Зеленому Лугу расстрелял еврейку по имени Дора. Значит, подводя итог многочисленных показаний палачей, данных разное время, на различных судебных процессах, задаешься риторическим вопросом: какие, скажите, нужны еще доказательства тому, что в Куропатах лежат расстреляны в годы Великой Отечественной войны евреи? Почему эти документы послевоенных судебных процессов до сих пор замалчиваются? Спасибо. Такие материалы, конечно, нужно упоминать и освещать всячески, потому что кто еще об этом сейчас расскажет? А они, как вы говорите, действительно лежат и ждут. Ждут Да, своих безусловно. читателей. И поэтому... И мы относимся к тем, кто интересуется такими вещами, и пытаемся всячески их пропагандировать в меру своих возможностей. Спасибо. Ну, Тогда в следующем материале мы затронем продолжение. да. Ну, До на этом, свидания. я думаю, до свидания. До новых встреч.